Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. Завершается строительство жилья для жертв стихии. Рамзан Кадыров проинспектировал готовность новых домов для пострадавших, а также проверил ход возведения Аргунского моста. Подробнее в нашем выпуске. В штурме высота. Здесь можно увидеть все от сложного военного оборудования. Стартовал первый открытый кубок РУС по тактической стрельбе. Бойцы силовых структур соревнуются в реалистичных условиях. Локобол 2026. Каждая команда настроена на победу. Названы имена победителей и призеров футбольного турнира среди республиканских детско-юношеских команд. В Чечне продолжается масштабное восстановление после паводков. Рамзан Кадыров проинспектировал ход строительства двух крупных объектов – жилого комплекса пострадавших семей селения Новый Биной и нового восьмиполосного Аргунского моста. Каковы сроки сдачи и что уже сделано в сюжете Мадины Кураевой. 100 новых домов уже готовы принять жителей селения Новый Биной, где завершается строительство жилого комплекса для граждан, пострадавших от паводков. Ход работ на месте проинспектировал Рамзан Кадыров. О степени готовности объектов руководитель региона доложил Муслим Зайпулаев. Готовность 99,9 полностью мебель. Я хацанеш, я даватуш, я язык совек. Хотим быть дадохш, херзизгш, я жди нашта. Оле храйты диа хадулер. Тихон хадулуш, бол бешалгош хуца. Кисксис вордосохи. Са дядыш шумдац. Ел етенс. Каркичу. Даниш. Дедан, хидарин, газалин. Так. Электричество полностью сиящий трансформатор вот это. Хотим больше тут проблем хорёч основной трансформатор перегружен хуже и что вопрос полдор и сополдали твой трансформатор вот это хан дала с погоды они сели. Здесь же премьер-министр Магомед Даудов сообщил, что во время пребывания на Кавказском инвестиционном форуме принял участие в совещании под председательством главы правительства России Михаила Мишустина. В ходе встречи он рассказал о масштабной работе, проводимой в регионе по ликвидации последствий паводков, восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим жителям. Михаил Мишустин дал высокую оценку принимаемым мерам, а также развитию республики в целом. واستنتج يعني فراو كميسي أول فراو كميسي حاشول وبروسدر بين إنه داغستانيا هي وريسبوبليكا خلوا الاستخية ديونا وقت الحل تاقة عمالة ديونا سجع قوي الحل بس كيجن بين سجع تعافى عيتر نمزع ماش председатель правительства Российской Федерации Мишустинса именно هرچه خلج وي وحلا وش ديونا ينو الرياجي ولا يدوك أنا عندين دولو سرازو ديونا ميل يشترون تحمي ديك سعيش بلش براج أو بيلقل داخل سجع ديونا بركل إيلر داق نجع سنة ويا وقع شيء يبغى пострадать бинани кабок уж приехал дивана седеклати ала элер чуба метки уж полнаха рамзан амаш поручение ила 145 дому уже дивана дин доба сан мел уж клетна плюс вишти ودوخ дивана тин уж наха мосу уж датер бина так плюс дивана по поручение диван ويا بيشكي чембу хока чесю ебан хил зихл болнаха уж сан хан билгал я хана дивана цадире жакха коммуналка дивана гоч олицуна швид дуке салон диван поручение зудяха правительство боб еще да муха изи амалара изи чохда худу иш дивана شايك دولو أغور مصو أغور شاشنا وستودي دونو تيجاها مش ديونا نبدأ ماشو
рекорд платина России. Глава региона осмотрел условия, созданные в новых домах, проверил качество отделочных работ, инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Каждый дом подготовлен для семей, утративших жилье из-за стихии. Nes bu hala. Zaman şehir pole zimdin kadar şmet kerere ayıkıl mahalle asrazo. Sino zamor yalın zule. Da en dkhil san ya yurt wa tqaw. Довго шире должна чахнути. Рамзан Кадыров высоко оценил труд специалистов, подчеркнув, что на объекте созданы все необходимые условия для комфортной и безопасной жизни граждан. Торжественное открытие жилого комплекса и передача ключей запланированы к 9 мая. Для жителей это станет важным событием и символом возвращения к привычной жизни после последствий стихии. А это село Комсомольское. Здесь возвели 43 дома. Специалисты трудятся круглосуточно, не сбавляя темпов, чтобы сдать объект точно в срок. Благодаря их слаженной работе строительство уверенно движется к завершению. Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы, ведется укладка асфальта и благоустройство дворовых территорий. До гергдаанду эмоций штаболдаш, тобто эмоций шаг мебель шума чуёкш. Мебель шхаяно собратеш ваёкшу, уборкшеш бу, чо. Рамзан Кадыров также проинспектировал строительство Аргунского моста, который будет восьмиполосный и включающим берегоукрепительные сооружения. Ему доложили, что работы здесь ведутся активными темпами и в соответствии с графиком. В ближайшее время всех доладов включая а также Рамзан Ахматович, что-то через технические мусульман, техническую белоспешную польза, эйдеш белоспешную, через техническую они белоспешную, через русскую хамистеши, некоторые 이거만 스트럭처를 잡시고 чуть-чуть 좋죠. 저기 주소도 있잖아. 제가 주소. 아, 이 주소는 딱딱 산도 이 глубже чуть-чуть. И так вот это ставится чуть я. Практически больше чуть-чуть. А сваиш масметрия. Сваиш до 30 метров, 26 метров, 25 метров, 24 метров. Если буха это уходил, если то подпорки до еще душил, вот и 3 часов. Исти халат чикок халбо. انت شايفني بحر الفندق متشاف شايفني خش خدمه بس خش دون ده حلو بتوبش. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов региона, который позволит значительно улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами, повысить пропускную способность и создать дополнительные удобства для жителей. Мадина Кураева, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
Чеченская республика подвела итоги Кавказского инвестиционного форума с участием Михаила Мишустина, прошедшего в минеральных водах. 35 соглашений на сумму около 31 миллиарда рублей. Эти результаты отражают устойчивую динамику развития региона, его инвестиционную привлекательность и последовательную работу по формированию благоприятной экономической среды. О главных экономических итогах наш корреспондент Рамзан Абоев. Чаборс М3 – легкие, высокопроходимые тактические багги, созданные по заказу Российского университета спецназа. Этот трехместный вездеход проектировался специально для работы в экстремальных условиях, от труднодоступных горных районов до пустынь. Благодаря своим техническим характеристикам Чаборс эффективно справляется с задачами по транспортировке грузов, вооружения и личного состава. А рядом на выставочной экспозиции представлена новая модель автомобиля «Азимут» концерна «АвтоВАЗ». Его сборка планируется со следующего года в нашей республике. А вот проект строительства Национального центра «Россия» в Грозном, его возведение на финальной стадии. Председатель правительства страны Михаил Мишустин осматривает чеченский стенд. Я хочу сказать, что вчера состоялась встреча нашего президента Владимира Путина с уважаемым Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, где он поддержал его на следующих выборах, дал высокую оценку той работе, которая была им проведена, естественно, вами, уважаемые коллеги. Хочу поздравить вас с этим, пожелать удачи, успеха и чтобы все планы, которые на сегодняшний день есть, они реализовались. Спасибо. Универсальная модель багги М3. Очень удобно, очень ребята большими, хорошими, положительными отзывами пользуются. Даже с Казахстана. Позвольте сами. Да, абсолютно. И в Российском университете спецназа. Флагман промышленного производства Чеченской Республики – цементный завод. Благодаря вашей поддержке нам удалось получить инфраструктурный бюджетный кредит почти 10 миллиардов рублей, благодаря чему мы возвели собственную генерацию более 40 мегаватт. И в этом году уже в июле месяце запускаем вторую линию, которая доведет мощность завода до 2 миллионов тонн в год. Параллельно с этим, Михаил Владимирович, для более совершенствования и улучшения качества всей работы, которую мы собираемся делать, это же, конечно, является возможность проведения строительных работ и железнодорожной ветки от станции Аргунская до станции Цемзавод, чтобы отгрузку-погрузку можно было делать. Параллельно мы запускаем 5 проектов, которые входят в кластер цементного завода. Это и завод гипсокартонных изделий, и мусороперерабатывающий завод, и еще ряд вопросов. Мы уже прорабатывали и с Министерством экономического развития. Мы понимаем, что сложно в текущее время будет найти финансирование, но тем не менее, благодаря вашему поручению, все наши вопросы находятся на особом контроле на федеральном уровне. И тут мы попросили бы тоже дать вас поручение, чтобы мы проработали данный вопрос. Экспозиция разделена на тематические зоны: реальный сектор экономики, социальная сфера, туризм и культура. Посетители знакомятся с презентациями приоритетных проектов республики. Один из них – икра от ведущего предприятия Тумкалинского района, где успешно разводят ценные виды рыб. Строительство тоже на самом высоком уровне. Тогда 6 миллионов квадратных метров делано. Жилье издательно. Плюс темп роста редукции экономики в России. Алхамдулилlah, дал хасна будет дорогие дела. Вемехт Рамзан Хаджиберк бюза. وحلق ديل غير تحاول يرشدوا أخوة مغار وميك داس ديونا تمش لا غيوش ياسنا برد ديونا يتعيشوا دا مقلع خزر كوشا دا دقو درش بينا دقو سقل شينيش هنا ديونا خزي ما بيرك داش ونوخشي قومنا وريسبوبليكنا ديونا بوخي بوخنا دارنا. Наряду с основным стендом здесь развернутые подворья районов. Они дают возможность гостям погрузиться в многогранность культуры и традиций, потенциала нашего региона. Для Чеченской Республики эта площадка традиционно является одним из ключевых мест для презентации экономических достижений. И нынешний форум лишь подтверждает этот статус. Хвала Всевышнему, благодаря главе региона Рамзану Кадырову у нас есть что выставить, есть чем гордиться перед нашими другими коллегами, перед тем, кто посещает наши стенды. Объективно можем оценить, что стенд Чеченской Республики, он здесь выставлен на самом высоком уровне, привлекает особое внимание всех
посетителей. Кроме того, мы видим на улице здесь тоже на площадке Кавказского инвестиционного форума выставлены наши муниципальные округа. Везде продукция местного производства. У нас сегодня работают в рамках КИФ руководители органов исполнительной власти, руководители муниципального окружения. Заключается большое количество соглашений, договоров, в том числе с привлечением инвесторов, заключение соглашений о взаимодействии. То есть такое повышенное внимание к Чеченской Республике. Традиционно мы сегодня наблюдаем, это для нас отрадно, мы этим гордимся. Это заслуга главы республики, который создает эти возможности, эту инфраструктуру, чтобы мы могли на таком высоком уровне принимать участие на таких мероприятиях. Чеченский стенд в центре внимания. Вот глава Ингушетии детально знакомится с представленными проектами. Гендиректор Дом РФ Виталий Мутко, посетив стенд, анонсировал запуск в Грозном первого на Северном Кавказе арендного дома и открытие офиса банка. В лучших традициях гостеприимства ему вручили корзину с продукцией шоколадной фабрики «Марзо». Приоритетные проекты оценил и министр экономического развития России Максим Решетников. Центральное событие деловой программы и совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Чеченскую республику представляет глава регионального кабинета министров Магомед Даудов. Очень важный сектор экономики, который мы всегда подробно обсуждаем в рамках заседания правительственной комиссии и поддержки которого уделяем особое внимание, это туризм. За последние несколько лет сформирована мощнейшая инфраструктура для всесезонных туристических кластеров. Ну вот в конце этого года в Ведучах должен открыться еще один горнолыжный курорт, склон с уникальной канатной дорогой между двух вершин. Мы, кстати, посещали это место во время нашей поездки в Чеченскую Республику. Очень важно здесь активно работать с потенциальными инвесторами для реализации таких перспективных проектов. Тем более, еще раз скажу, что по поручению главы государства создано очень много специальных инструментов для этого. В рамках форума уже детально обсуждали проект по созданию национальной Кавказской тропы. Большой участок от Дербента до Сочи почти 2500 километров. Он охватывает все такие основные точки притяжения Северного Кавказа для путешественников. Я буду их называть, и нам всем будет понятно, о чем речь. Это Эльбрус, это Мамисон, это Ведучи, это Казюне-Ам. Уже обустроено более 220 километров. До конца текущего года планируется столько же. Коллеги, для развития этой индустрии сделано много. Надо, конечно, и далее динамично наращивать ее мощности, используя весь доступный инструментарий, ну и меры, конечно, государственной поддержки. Развитие туризма и экономики требует создания современной транспортной инфраструктуры. Михаил Мишустин отметил значимость строительства нового Грозинского аэропорта. Проект позволит увеличить пассажиропоток до 1 200 000 человек в год. В дополнение к этому ведется работа по расширению федеральной трассы «Кавказ», главной транспортной артерии. Конечно, нужно сказать об одном из самых масштабных проектов, который президент сравнил со строительством БАМа, Байкало-Амурской магистрали. Это транспортный коридор север-юг. В приоритете вывод транзитного транспорта из городов. Этим наше Министерство транспорта активно занимается. Но уже построен обход Гудермеса, созданы первые 9 километров, сданы уже объездной дороги Хасавюрта, начали и реализовывать обход Дербента. На очереди Махачкалы и Грозного с восточной стороны. Задел есть уже, он серьезный. Принципиально нужно довести эти проекты до конца, потому что очевидно абсолютно, дороги, они дают импульс мощнейший для развития любой территории, экономики. Ну и это очень важно для людей, для бизнеса. Вопросы ликвидации последствий паводков стали центральной темой доклада Магомеда Даудова. Он акцентировал внимание на слаженной работе региональных властей, подчеркнув, что ситуация находится под личным контролем Рамзана Кадырова. Оперативное привлечение всех сил и средств позволило не допустить человеческих жертв. В результате продолжительных дождей и паводков с 27 марта текущего года на территории Чеченской Республики введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с масштабом стихии режим ЧС решением правительственной комиссии переведен на федеральный уровень реагирования. В республике подтоплено более 3000 домовладений в 39 населенных пунктах, размыто 503 участка автомобильных дорог, повреждено 55 мостов, 70 объектов энергетики, 159 объектов отрасли ЖКХ и благоустройства. Также 92 социально значимых учреждения. Частично повреждено или полностью разрушено 863 дома. С момента начала стихии особое внимание уделяется защите и оказанию помощи населению. Была проведена эвакуация из наиболее пострадавших населенных пунктов.
Эвакуировано порядка 1500 человек, которым оказана необходимая помощь. Самое главное, удалось избежать гибели людей. В целом в зоне чрезвычайной ситуации оказалось более 20 тысяч человек. На сегодняшний день активно ведутся мероприятия по ликвидации последствий стихии. Освобождены от затопления все жилые дома, восстанавливаются объекты энергетики и инфраструктуры. Завершена расчистка дорог, ведется ремонт дорожного покрытия. В ближайшее время завершится строительство 145 жилых домов, возводимых для наиболее пострадавших жителей. Все вопросы по ликвидации последствий стихии находятся на личном контроле главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Организована работа по оказанию пострадавшим материальной и финансовой помощи при утрате имущества первой необходимости. В портал государственных сервисов загружено 21 598 заявлений, из которых одобрено 20 125. В целях оперативного решения вопроса финансирования мероприятий по оказанию помощи жителям из бюджета Чеченской Республики выделено 134 миллиона рублей, которые в полном объеме направлены на единовременные выплаты. В соответствии с решениями правительственной комиссии Чеченской Республикой направлены в МЧС России списки пострадавших граждан. Уважаемый Михаил Владимирович, на данном этапе приоритетной задачей остается обеспечение завершения оценки ущерба. Оценочная комиссия продолжает работу во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти. Сроки проведения оценки согласовываются с правительственной комиссией. Ведется работа по подготовке документов для выделения средств из федерального бюджета на восстановление или проведение капитального ремонта социально значимых объектов, коммунальных и дорожных инфраструктуры. Дальнейшая реализация мероприятий по ликвидации последствий стихии будет осуществляться в том числе в рамках согласованного комплексного плана действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению поврежденных объектов. Чеченская республика и Северная Осетия расширяют горизонты сотрудничества. Главы правительства подписали соглашение, охватывающее торгово-экономическую, научно-техническую, культурную сферы. В основе документа лежит взаимное стремление к обмену лучшими практиками для качественного развития межрегиональных отношений. Прошу вас обменяться правдами, сделать совместно. Укрепляются межрегиональные связи с Дагестаном. Вице-премьер-министр по национальной политике и внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев и временно исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религии Дагестана Тимирлан Абуталимов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере национальной политики. Дальше у нас стоит задача заполнить это соглашение различными совместными форматами, мероприятиями. Мы соседние регионы, мы обязаны, обстоятельства и вокруг страны, в том числе нас вынуждают укреплять вот эти горизонтальные связи, налаживать конструктивное взаимодействие, налаживать обмен опытом, чтобы определенные специалисты из нашей республики выезжали в Дагестан, чтобы оттуда к нам приезжали. Может быть, в рамках работы это может быть обмен контентом, взаимодействие между региональными СМИ, ну и в том числе проведение крупных мероприятий всероссийского, регионального характера, окружного характера. У нас и так налажено хорошее, эффективное взаимодействие с Министерством Республики Дагестан. Кроме того, мы в ближайшей, дальнейшей перспективе планируем точно так же подписание соглашений с другими министерствами Северного Кавказа, которые занимаются национальной политикой. Национальная политика, информационная политика – это вот такие сферы, которые требуют, чтобы мы занимались обменом опыта, советовались, взаимодействовали в данном направлении. Деловой блок программы продолжился панельной дискуссией на тему влияния межнационального мира на устойчивое развитие Северного Кавказа. В своем выступлении Ахмед Дудаев поделился успешным опытом Чеченской Республики. Регион является домом для 88 этносов. И за последние 20 лет здесь не зафиксировано ни одного конфликта на межнациональной почве. По словам министра, такая стабильность – результат эффективной информационной политики и постоянной обратной связи с жителями. В регионе в 90-е годы проходили военные конфликты, когда вся республика, она практически была разрушена до основания. Когда межнациональный, межконфессиональный мир нашим недругам удалось деформировать. На территории Чеченской Республики удалось натравливать людей одной конфессии, одного этноса на представителей других национальностей.
Вся республика была разрушена, сотни тысяч людей погибло, десятки тысяч людей пропали без вести. То есть все было стерто с лица земли. И только благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, нам удалось восстановить республику. И сегодня под руководством Рамзана Кадырова мы динамично развиваемся. То есть я хочу рассказать, каким катастрофическим последствиям может привести деформация межнационального мира. Мы имеем, такой трагический опыт. Ключевым событием форума стало инвест-шоу, интерактивная презентация инвестиционных возможностей. В центре внимания стратегические проекты, завод «Чечен-Цемент» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Грозная». Последняя представляет собой уникальный объект для Северного Кавказа, единственную промышленную инвестиционную площадку такого масштаба. Конечно же, как и другие регионы, мы имеем очень хорошее географическое положение. У нас есть международный аэропорт, международный вокзал, который активно работает, и большие потоки туристов мы регулярно наблюдаем. Значительный интерес участников вызывает гастрономическая зона. Особой популярностью пользуются блюда чеченской кухни. Атмосферу дополняет культурная программа. На форуме Веденский район подписал 3 инвестиционных соглашения стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Приоритетными направлениями стали развитие туризма, агротуризма и сельского хозяйства. Важным достижением стало привлечение инвестора для запуска одного из представленных проектов на форуме Астропарка. В рамках года объявлено главой Чеченской Республики Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым годом горных районов. Мы сегодня продолжаем идти по курсу, заданному главой Чеченской Республики. Это большой плюс для нашего района, так как у нас туристический район, у нас сельское хозяйство. Поэтому в рамках этого нам сегодня удалось подписать 3 соглашения. Грозненский нефтяной университет и хоккейный клуб «Гранит» заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества будет создана юниорская команда, готовая выступить на первенстве Российской хоккейной лиги. Домашней ареной клуба станет новый ледовый комплекс в Грозном. Его открытие запланировано на этот год. Эстафету подписания продолжило Министерство по туризму. Ведомство заключило соглашение о сотрудничестве для развития туристической инфраструктуры. В планах строительства новых объектов размещения, создания развлекательных площадок и обустройства маршрутов. Синергия нам как раз поможет как для тех, кто уже работает в сфере туризма, повысить свою квалификацию, также для нашей молодежи, подрастающей, и воспитания новых кадров в сфере туризма. Инвестиционный потенциал республики усилили договоренности, достигнутые Курчалоевским и Урус-Мартановским районами. Оба муниципалитета готовятся к масштабной застройке. В Урус-Мартане появится новый жилой район. В свою очередь в Курчалое построят микрорайон Ахмат. Инвестиции в этот проект составят 18 миллиардов, а запуск объекта позволит создать 220 рабочих мест. Грозненский район привлек 1 миллиард 200 миллионов рублей инвестиций, подписав 3 соглашения. В рамках этих договоренностей в муниципалитете построят 5 новых многоквартирных домов, спортивный комплекс с футбольными полями и современное плодохранилище. Параллельно инвестиционные контракты подписал и Шелковской район. По соглашению заключительно Шелковской район yok инвестиций и создание рабочих мест, плюс до спортивный комплекс и фитнес-центр. Более 100 миллионов рублей. Там будет создан 10 новых рабочих мест. Шоуный торговый центр. И третий агротуризм. Шелковской район. Пискишелш район. Инвестицию Пискишти Ашашта. Активный отдых. Туристичен мотоцикл. Квадроцикл, баги, По итогам переговоров и встреч чеченская делегация подписала 35 соглашений на общую сумму 31 миллиард. Форум подтверждает, в СКФО, в частности в нашей республике, создаются все условия для успешного ведения бизнеса самого разного масштаба. От небольших агропромышленных предприятий до крупных гостиничных комплексов. Подобные площадки позволяют субъекту эффективно презентовать свой потенциал в сфере туризма, промышленности и сельского хозяйства, а также находить новых инвесторов. Форум с каждым годом становится настоящим локомотивом экономического развития региона. Рамзан Абуев, Хусейн Мурдаханов, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская республика.
140 лет – серьезный рубеж для любой организации. Профсоюз Чеченской Республики отметил юбилей торжественным собранием, где вспоминали историю движения, чествовали тех, кто долгие годы стоял на страже интересов работника. Ветерана профсоюзного движения, социальных партнеров и нынешних активистов наградили юбилейными медалями. Подробнее Рабиат Гайтева. 1 мая, как мы все знаем, праздник цветущей весны. Однако для профсоюзов это Международный день трудящихся. В 2026 году легендарная первомайская акция, направленная на привлечение внимания к сфере трудовых отношений, отмечает свое 140-летие. Столько лет профсоюзное движение прилагает все усилия ради защиты человека труда. Приурочено к этой дате в столице республики состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии. В повестке дня взаимодействия государства, работодателей и работников, а также укрепление социального партнерства. В заседании приняли участие более 200 человек, среди которых представители правительства региона, администрации главы и правительства Чеченской Республики, органы исполнительной власти и объединения работодателей. Председатель Федерации профсоюзов субъектов Хусейн Салтагирей отметил вклад первого президента республики Рамзана Кадырова в развитие сферы работников труда. В течение всей нашей деятельности мы всегда получали колоссальную поддержку. Сперва от нашего первого президента России Ахмата Кадырова. Не только словами, но и делом, указанием, в том числе нормативными актами. Войдет президент, да, ладно, он был Первой темой обсуждения стал контроль за минимальной заработной платой в регионе в этом году. Отмечено, что работа в этом направлении будет продолжена в формате постоянного взаимодействия всех сторон социального партнерства. У нас изменения в постановлении о плате труда, правительство вносит изменения. Поэтому соответствующий мониторинг провели мы. Были у нас, где получали меньше МРОТ, но мы выправили, значит, взаимодействие с органами муниципальной государственной власти, очень вопрос решили. По нашим данным, нет работников в системе, которые получают, установили меньше минимального размера платы труда. Мы заседание межотраслевой комиссии провели буквально 2 недели назад с Министерством образования и доложили им эту ситуацию. Отдельный блок был посвящен поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В числе предложений сокращение рабочего времени для супругов бойцов при сохранении заработной платы, развитие корпоративных выплат и программ адаптации, а также создание дополнительных возможностей для трудоустройства. Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является безусловной стратегическим приоритетом государственной политики Чеченской Республики. Эта работа ведется на самом высоком уровне по прямому поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Вместе с тем, самая значимая социальная поддержка с начала специальной военной операции оказывается региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в лице ее президента Аймани Несиевой Кадырова. Фондом проводится благотворительная акция для участников специальной военной операции и членов их семей, проживающих в республике. Финансовая помощь СВО, участников СВО и членам их семей от регионального фонда составляет около 2 миллиардов рублей. Также была рассмотрена реализация указа президента страны о мерах соцподдержки многодетных семей и внедрение системы наставничества в предприятиях. Сегодня были достаточно важные вопросы, рассматривались, выработаны конкретные решения, которые, я надеюсь, уверен, что будут сторона социального партнерства выполнять и в конечном итоге приведут к повышению благосостояния жителей нашей республики. И самая приятная часть – награждение ведомственными наградами. Юбилейной медалью 100 лет ФПЧР награждены ветераны профсоюзного движения республики, социальные партнеры и профактив. Рабиат Гайтева, Сайдамин Муса, Магомед Тутаков. Вести Чеченская Республика. В Грозном проходит первенство России по вольной борьбе среди юношей до 24 лет. Центр имени Бувайсара Сайтиева принимает схватки в 10 весовых категориях. Более 400 участников борются за выход в финал. Со спортивной площадки наш корреспондент Ахмед Рамазанов. На стартовавшем Грозном первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 24 лет принимают участие молодые ребята из разных уголков страны. В Центре спортивной борьбы имени Бувайсара Сайтиева одновременно проходят схватки на нескольких коврах, чтобы выступить могли все заявленные. Проведение турнира такого формата стало возможным благодаря министру по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова. С момента его становления на должность в регионе стремительно улучшается спортивная инфраструктура. Проводятся всероссийские и международные соревнования. Особенное внимание и поддержка уделяется спорту.
спортсменам. Ежегодно у нас по округам всероссийским проводятся отборы. Это и по результатам прошлого года ребят отбирают сюда, по результатам прошлого года первенец России. И плюс дополнительно, если есть какие-то ребята, которых мы хотели, не прошли отбор, но мы ждем от них какого-то результата, тоже дополнительно мы можем попросить, чтобы нам добавили мест на это первенство. За право выйти в финал в зрелищных схватках сошлись более 400 атлетов в 10 весовых категориях. Каждый борец, выходя на ковер, стремится не просто проявить свои лучшие качества, но и показать зрителям, на что он действительно способен. В этом противостоянии характеров и мастерства рождается истинный дух спорта. Проходы, захваты, броски и, как следствие, набранные очки. Многие заканчивали победу досрочно, набирая необходимое количество баллов. Зрители подбадривают выступающих. У многих из них присутствуют друзья и родственники. Самую интригующую схватку показали Ихсан Нукаев и Алан Гаджиев. С самого начала противостояния оба борца перехватывали инициативу, но по итогу победу одержал Ихсан Нукаев. Круглый год будет объявлен. Определенно, я харбисин бата, чего тренировок шеш. Усердно подготовка, я рисин хенчва. Соревнования, чего дик уровняю. Подготовка, массово организатор, чего дик был. Уже шоу соревнования, что за куча алавелш. Что за тастан дикушью. Соперник يتخلوا чего дикор. Я харсикунч катадел инретамс. Дик сопротивление умаешь, что там бекет. Как и в других видах спорта, здесь тоже были спорные моменты из-за недовольства одной из сторон. Для решения таких нюансов объявляли челлендж. Происходит техническое действие. В результате этого судья оценивает техническое действие таким образом, что тренера не устраивает оценка, то есть он видит другую оценку. В этом случае он может заявить протест, так называемый челлендж. Как только борцы перешли в нейтральную позицию, принимается этот челлендж и затем уже рассматривается видеоповтором с нескольких камер, в зависимости от того, сколько было предоставлено организаторами. В результате на большом экране показывается это техническое действие. Если же в результате этого технического действия было видно, что оценка осталась та же, то есть она не поменялась в этой ситуации, оценка остается без изменений, и его оппонент проигрывает 1 балл. Но в случае же оценка, если поменялась, то есть судейское решение поменялось, то в таком случае челлендж возвращается, оценку борец не проигрывает, меняется судейское решение, и уже тренер может заявить протест уже и повторно. Сегодняшний победитель выходит в финальный этап соревнований, который пройдет 2 мая, по итогам которого сформируется сборная России, которая будет представлять страну на международных аренах. Ахмед Рамазанов, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Десантирование с вертолета, спуск по канату, стрельба из неудобных положений, жесткая борьба в группах. Все это первый открытый кубок Российского университета спецназа по тактической стрельбе. 27 команд силовых структур республики и других регионов соревнуются в упражнениях, которые полностью имитируют реальную боевую обстановку. Кто лидирует после первого дня и какие задачи предстоят бойцам в нашем следующем сюжете. На счету каждая секунда. Это зрелищное испытание называется «Штурм». Проверка группы на слаженность. Снайпер первым занимает позицию на 3-м этаже и поражает цель. В это время штурмовая группа под защитой щита и в противогазах взламывает дверь ломом, ликвидирует цели на дистанции до 7 метров и приступает к эвакуации раненого. Так начался день первого открытого кубка Российского университета спецназа по тактической стрельбе. Здесь все как на настоящем задании. Нужно не просто поразить мишень, а сделать это быстро. Одно задание за другим. У участников море эмоций. Первое задание Sonderlich Satol, Dira, Samandraji, Sagatar, Ishtumshlosh, Dugdik Чехия, Хидалова. В Российском университете спецназа собрались лучшие из лучших. Те, для кого меткость и скорость реакции являются профессиональным стандартом. 27 команд силовых структур. Это представители подразделений Чеченской Республики и других регионов страны. Турнир продлится 3 дня. За это время бойцы должны выполнить 5 квалификационных упражнений. Программа разработана инструкторами центра и полностью имитирует реальную тактическую обстановку. Судьи оценивают не только точность стрельбы, но и время прохождения дистанции, а также слаженность работы в группах. Акцент сделан на точность стрельбы. За промахи
и очень большие штрафы, там 30 секунд. Соответственно, если когда ты выполняешь упражнение на 2 минуты, на 3 минуты, плюс один промах и 30 секунд, это достаточно много, и, соответственно, основной акцент сделан на точность стрельбы, и, конечно, стараемся сделать все упражнения максимально безопасные. Современный бой – это не только мастерство стрелка, но и экипировка. У гостей соревнований и самих участников также есть возможность приобрести новинки, которые позволяют бойцам эффективно выполнять задачи. На территории Российского университета спецназа развернута выставка. Здесь можно увидеть все от сложного военного оборудования до элементов индивидуальной экипировки и новейших систем маскировки, которые уже сегодня востребованы на передовой. Следующее упражнение – высотка. Самое сложное испытание. Начинается с десантирования группы из вертолета по канату. Команда разделяется. Снайперы работают со 2-го и 5-го этажей, поражая мишени на дистанции до 400 метров. В это время штурмовики зачищают здания. Ключевая особенность – это использование альпинистского снаряжения для выхода из окон и скоростного спуска. Время останавливается тогда, когда последний участник пересекает финишную черту. Да, 하루 упражнение. Да, дикчак хели, хасчак хели, ца ромахумаёч, хазбабитан. Да, я берт кел масери. Хок соревнования, шана жимкия чемпиония. Побединеринз результат хурдук сашин кадин. Борьба за кубок в самом разгаре. По итогам первого дня лидирует ОМОН Грозный. У них 4 балла. С минимальным отрывом и за ними следуют команды СБ РУС и спецполк. Впереди еще 2 дня испытаний, которые и определят имя абсолютного чемпиона. Медина Мутарова, Шамсудей Джабраилов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Будущее чеченского футбола набирает обороты. В Академии «Рамзан» завершились соревнования среди юношеских команд. В турнир собрал сильнейшие коллективы, которые боролись за выход на более высокий уровень. Репортаж с поля, где юные атлеты доказывали, что возраст не помеха для большого спорта. Слово Ахмеду Рамазанову. В этом году Академия футбола «Рамзан» собрала лучшие коллективы среди юниоров до 12 лет. Формат турнира не прощает ошибок. С первых минут стало ясно. Проходных матчей не будет. Спортсмены демонстрируют хорошую игру, используя тактические схемы. По регламенту регионального этапа один тайм длится 10 минут, но за это время юные атлеты показывают зрелищный и динамичный футбол. Каждая команда настроена на победу, а игроки хотят проявить себя и свои возможности публике. Сам турнир – это отборочный этап к ежегодному розыгрышу Кубка «Локобол», который организует железнодорожная компания «Локомотив». Команды играют в системе плей-офф. В этом году впервые российские железные дороги отказались проводить региональные соревнования, и мы решили провести отборочный турнир, выявить победителя от нашей республики, который будет участвовать в межрегиональном турнире. 8 команд участвуют, играют, они разбиты на 2 группы по 4 команды. На первом этапе будут играть в круговом турнире. Победители образуют полуфинальные пары. Чтобы посмотреть турнир, пришли не только родственники участников и зрители, но и спортивные обозреватели, которые отмечают важность таких мероприятий. Такие турниры очень важны для детей, потому что одно дело, когда они много тренируются, но если не проводить соревнования, если нет соревновательного процесса, соревновательного опыта, ребята, дети не растут. И очень важно, что сегодня практически ребята, которые занимаются, да, они получили возможность как минимум по 3 матча провести, то есть в групповом этапе, кто прошел дальше, еще дополнительно кто-то 4 матча, кто-то 5 матчей. Это бесценный опыт, который, безусловно, помогает им самим расти и, конечно же, выявляет те ошибки, над которыми уже тренер будет работать в ходе тренировочного процесса. Сами игроки были рады такой возможности, благодаря которой они смогут узнать сильнейшую команду. К этому турниру мы готовились неделю. Первую игру мы сейчас выиграли. Были хорошие эмоции, выиграли со счетом 5-2 и будем стараться еще выигрывать дальше. В финальном противостоянии сошлись представители Академии 2014-2015 годов. По итогу победителем стала старшая команда, которой предстоит отстаивать Чеченскую Республику на СКФО. Сам этап пройдет в городе Ессентуки. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.